Ни для кого не секрет, что в нашем городе есть объекты несанкционированного строительства. Это когда собственник не согласовывает строительство с компетентными ведомствами, или же оно ведется на земле незаконно оформленной. Столичная администрация предприняла ряд мер для борьбы с подобными нарушениями. Городским службам и отделам было дано поручение выявлять и пресекать незаконное строительство на территории города. В частности, свой контроль ужесточат столичные домоуправления, бюро технической инвентаризации, а также отделы землеустройства и градостроительного регулирования и архитектуры. Каждая из этих служб при выполнении своих обязанностей, при выявлении, они должны незамедлительно сообщать об этом, о факте незаконного строительства, главе администрации города Сухум, а также главному архитектору города Сухум для принятия дальнейших мер реагирования. Администрация намеревается пресекать подобные нарушения на начальном этапе, когда собственник только приступает к строительству. Владельцу будет строго рекомендовано оформить все разрешительные документы в администрации города. Что касается незаконных объектов, которые уже возведены, то эта проблема значительно серьезнее. Глава администрации города Сухум в дополнение к принятому распоряжению также издал второе распоряжение, согласно которому, чтобы бороться с такими уже объектами, скоординировать действия структурных подразделений администрации города Сухум предоставляет нам право обращаться в судебные органы с исковым заявлением о сносе этих построек за счет самого лица, который осуществил самовольное строительство. Помимо правовой стороны, последствия самовольного строительства необратимы и могут быть опасными для жизни многих людей. Вся прибрежная территория Абхазии относится к сейсмике в 9 баллов. То есть у нас возможно землетрясение 9-бальное. И, соответственно, все те строения, которые возводятся на законных основаниях, они просчитываются, особенно многоэтажные строения. Когда самовольно возводятся объекты, да, то есть каждый считает себя архитектором, каждый считает себя строителем и возводят объекты из ограждающих блоков. Что такое ограждающий блок? Это блок, который не рассчитан на несущие конструкции. Он рассчитан только на ограждение стен. И когда трехэтажное здание, жилой дом, возводится из ограждающих блоков, то оно не выдержит не то что 9 баллов сейсмики, оно 4 балла не выдержит. И тогда могут быть человеческие жертвы. Информацию о конкретных объектах самовольного строительства специалисты нам не предоставили. Однако отметили, что борьба будет вестись совместными усилиями всех ответственных служб. Мы стараемся объяснять людям о том, чтобы получить разрешение, ничего сверхъестественного не нужно. Нужно просто обратиться в администрацию, к специалистам, которые вам расскажут, начертят и дадут разрешение на строительство. В этом нет ничего зазорного. Просто к своим законам нужно относиться с уважением. Любую стройку необходимо начинать по всем существующим правилам и нормам. В противном случае, потратив на возведение объекта немало усилий, можно попросту его лишиться. Эсма Голанзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.